Вчерашнее решение депутатов отклонить мораторий на отстрел редких видов животных вызвало недоумение как у инициаторов документа, так и у избирателей. О том, что в парламенте действует сильное охотничье лобби, защитники животных знали. Но то, что парламент пойдет на то, чтобы добровольно отдать природу на уничтожение, не предполагали. Сегодня те, кто вчера отдал свои голоса против моратория, уверяют, что руководствовались благими намерениями. Я против моратория. Если мораторий введем, например, многие не понимают, что мораторий ввели, короче, все прекратился. Не прекращается. Тогда браконьер везде выйдет. Государство не в силе полностью обеспечить охрану. Поэтому давайте мы этот закон тщательно изучим и в хорошей форме, например, людям, подарим. Экологи из числа сторонников законопроекта говорят, что даже довольны вчерашними результатами. Перевес в пользу противников моратория составил всего несколько голосов. Это значит, что теперь можно усилить работу по наиболее проблемным вопросам законопроекта и попытаться победить коррупцию в системе охраны природы. Мы видим, что сейчас очень большой отклик от активных граждан, неравнодушных граждан именно в поддержку моратория. Мы думаем, что, скорее всего, это выльется в какое-то более эффективное действие на следующем этапе. Следующие этапы мы видим, они могут быть разные. Это может быть новая петиция на какую-то тему, которая может привлечь еще больше людей к проблеме природоохранной системы и коррупции, которая там сейчас существует. Сидеть сложа руки не намерены и инициаторы закона. По регламенту вернуться к обсуждению документа можно только через полгода. Однако столько, как говорят экологи, ждать нельзя. За это время жертвами отстрела охотников могут стать еще немалое количество краснокнижных животных. Поэтому норму о внесении документа через полгода решено обойти и внести на рассмотрение парламента новый законопроект. К вчерашнему голосованию есть много вопросов. Например, в числе инициаторов есть депутат Османбек Артыкбаев. Его вчера не было, но кто-то проголосовал за него, что он против закона. Когда этот закон обсуждался в комитетах, изначально предлагалось ввести мораторий на все виды животных, но потом предложили ограничиться 4 видами парнокопытных. Мы согласились. Теперь документ мы, скорее всего, изменим. Например, у нас был указан запрет до 2030 года. Мы, возможно, введем его до 2025. Однако сторонникам моратория еще предстоит обсудить детали будущего документа. В любом случае, говорят депутаты, архаров, моралов и других редких животных в обиду теперь не дадут. Игорь Потанин, Александр Симонов, НТС.